3 человека их осталось, спустя 10 лет 3 человека. И вот это уже, мне кажется, задача вот целой армии людей, да, которая могла бы, ну, вместе как-то двинуть дело. Художник – это, наверное, очень чувствительный и внимательный аппарат. То есть сделать из него танк – это глупая задача. Нам приходится тут придумать этот метод, им вооружиться, им пробить эту стену, а еще должно остаться сил, чтобы возрадоваться, да, этой победе. Сил уже нету. Но никто не отменяет вот все-таки первую задачу, первую причину художника, а здесь с этим все в порядке. Мы не дальше, не ближе, чем все остальные в этом мире. Ну, ты понимаешь, если ты переедешь в Голливуд, ты на шаг, конечно, к Голливуду не станешь, как актер. Будешь там официантом в кафе работать. То же самое происходит, мне кажется, и с искусством. И мы на шаг от Голливуда все равно, если упростить. То есть белорусский артист – это судьба? Она нормальная, хорошая судьба. І зараз падаста самий час для рефлексії. У нас є потаємний майстер рефлексії Ігор Бабко, який знову нам патлумачить, навошта гэта все было. Максим, дякую. Ну, я не буду настільки пафосним, конечно, але я сапраўды уважліва слухав і спрабаваў зразумець, якби, всю эту систему. Ну, для себе я визначив систему третьего такта, что отбывается и як все это отбывается. И у меня склалася картинка. Вот в опошние литеральные секунды, когда вы вот проговорили кожны свои монологи, раптом я зразумел, что отбывается. Это страшно так, конечно, гучыць, але глядзіце, вот в пэўны момент пасля класікі авангарда, пасля всех гэтых утопій беларускага мастацтва, якое там імкнулася замяніць сабой саму рэальнасць, як бы быць больш беларускім, чым як бы сама рэальнасць, як бы потым авангард, потым прыходзіць канцэптуальна актуальнае мастацтва, то есть все гэтыя практыкі разам з капіталізмам, разам з міжнароднай сістэмай, якая пачынае вбухваць, ну, дастаткова вялікія сродкі, ну, вот у сістэму там цэнтраў сучаснага мастацтва, ну, і все мы памятаем там канец 90-х, пачатак нулявых, і здаецца, што гэта новы мейнстрим, то есть вот гэта тая новая сетка, новая сістэма мастацтва, якая ўжо нават не нацыянальная, а вот як бы ўжо міжнародная, то есть все гэта зараз цэментуецца і будзе адзін тотальны Голливуд, як бы, да, без всяких секций, да, без секций и поделов. И на этом фоне, вот тады с конца 90-х, початку нулевых, вот все посткоммунистычныя формы беларускага мастацтва, якія паўставалі, яны здаваліся такімі пацешнымі формамі. То есть як бы несур'ёзна. Ну, утварылі там цэнтр сучаснага мастацтва ці вот музеі там ёсць, но это ж несур'ёзна. Вот сур'ёзна это вот тое ж, чым мы займаемся, што вот як бы адгукаецца, што актуальна. А мне здаецца, што вот як з гэтым самым фестывалем свістападам адбылося, які так незаўважна перарос сваю ўласную пацешнасць, і глядзіш, ён ужо сістэму ўтварае. Да? Вот все гэта сцэментавалася, і зараз мы маем новую посткоммунистычную сістэму беларускага мастацтва, дзе і музеі, і цэнтры, і дзяржфінансаванне, і газета «Культура», і часопіс мастацтва, все гэта сплетено в одно і пачынае ўжо быць непацешнымі формамі, прычым адрознасць ад савецкай сістэмы, што гэта новая сістэма, яна абсалютна інклюзіўна. Яна гатовная цябе ўсмактаць, скарыстаць, повесить на стеночку по своих правилах, конечно, да? Вот. И вот, ну, это я прочитав Руслана, да? И как раз у оппозиции до этой новой системы и повстае новый белорусский мастацкий андеграунд. Не авангард уже, как бы. Может быть, это нават не андеграунд, потому что это не подполье, ясно. И автор, да, то есть авангард, он претендовал на некую будущее, да, вот, на то, как вывести в утопию, да.
То есть, а тут практики, и Антоніна, мені здається, так само абсолютно обозначила, что практики починають бути індивідуальні, приватні, то есть кожної норки починає вигризати своє. Вот. Всі, хто не хоче бути усмактаним якби, вот гэтай новой інклюзивної системою, вот, ён починає ну, вот, альбо по-іншому да, працювати з контекстом, альбо сиходить якби, у медіа, інтернет, там, якби, ну, вот туди, альбо бути сам собі продюсером, якби, і вот. І я би скончив ну, свою рефлексію над тим, що от мені здається, покольки знову гэта бінарність, і знову якби, система, асістемні рухи, наступає час мастацьких утопій. Причем таких ну, вот, серьезных, масштабных утопій, мається на увазі там місіаністичних ніяких, от, виратувати когось, да? Вот. Ну, я поки ну, не ведаю, як це розтлумачити, но утопії може бути все, що завгодно. Да? Тобто в тим ліку і приватна норка. Але радикальное отстроивание своей просторы, автономной и неусмактальной для вот, якби, якой заводной системы. И белорусского мастацтва, и капитализма, и галерейного да, мастацтва, якое нікуди якби, не зникло. Все ж яны ходять и выглядают якби, мастаков вот, и скупляют. То есть вот некие такие речи, ну, коли так структурно и системно, мне здається, з того, что я почув, может быть, якби, эта картинка такая неправильная, да, и тому все это треба откинуть. Но вот туди. Дякую, господарство. Я поглядів на око і зрозумів, що ми зробили страшенну помилку. Ми забилися про наших слухачів, глядачів, соудільників, і є можливість, напевно, зараз дати час на питання, на які репліки, на крики незгоди. По залі я відчуваю, висить така напружена тишиня. Господарство, коли є про що сказати, коли є про що запитатися, зараз саме час. Я там Харевського бачу, він би нам мог... А ми тут бачимо Харевського, і хочемо копіон. Мені це саме цікаво послухати. Я вже десь цікаво. Господарство, колесочки сюди, по-человечески, давайте. Я вам микрофончик дам. Будьте все цивилизованы. Я крышечку припаснився, я, може, не все чув. Ну, мені інтересно. Так, ну, мені невероятно цікаво було слухати своїх сябров, колег, добрих знайомих. Ми всі такі, нам підтримуються сьогодні в сябровському таким колі. Проблемы, на самом деле, ну, тут тому, может, крышечку не клеилась и зависали паузы, что проблемы, на самом деле, як на мою думку, фатальні, що значно страшні, на самом деле. Ігор згадав там часопис мистецтва, ну так, до прикладу, да? Накладом в 300 особників без свого сайту, який не продається в кіосках. Да? Там газета «Культура», там 200 особников, там ЛИН 85, по-моему. Да? Тобто это, ну, это навіть ну, не предмет для розмови. Тобто это некие дивные такие речи, которые існують наобум непонятно для кого. Просто вот я завчора випадково ЛИН поглядел, погортав, там навіть некролога вже нема, тому наобум непонятно для кого это все. Для меня было открытие тиждень назад, я дознался, что в Мастацком лицее была школа номер 26 с Мастацким архивом, не выкладают историю мастацтва. Вот оказывается, это уже не входит в программу Мастацкого лицея. То в краине мають працу 15 мистецтвознавців, ну, кваліфікованих людей, принаймні тих, хто працюють поводи своєї спеціальності. Як я назираю со своего боку, ситуация драматичная, ну, как быть в авангарде, как быть партизаном, как вечному противостоять, треба уявлять шаму. Ну, не 85 особників часопису, правда? Тобто к этой системе нема в принципі. З іншого боку, я от сидів і думав... Вибачаюся, Сергій, ти кажеш про систему державну, так, якої в принципі нема?
Так. Нема ворога. Нема політики державної в этой сфері, нема ворога. Справа в тим, що тут есть вот одна околичность, яку ми не чапляли, поки я сидів, думав. В свій час, в ті 80-ті роки, так чи інакше була створена огромна система по всій країні, сетка так званих ізостудів, які були літні в кожному кварталі, так, я ще до школи ходив. Была огромная сетка мастацких школ, мастацких училищ и так далее. Это всегда конспировалось, и держава брала мастаков на амаль цалком забезпечення. А зараз этого нічого нема. Зараз оно цалком коммерциализуется. Бесплатных из-за студий вот под окном, в кроковой доступности. А що є тоді? Нічого. В многих райцентрах на уровне... Не, пробачте, мастаки є. Не, Мастацтво є, мастаки арт і А я про другое, а я про наступное заедное поколение. Но. Потому что наше вот поколение, вот те, которые пришли в 80-е, крыху позднее, выросли вот с огромного этого поля, тысячи вот их изостудий, разных мастацких школ, факты державной подтримки, наявности салонов вот этих... Это ясно. Ну, какая перспектива? Ну, пока такая, какая она есть. Генерация без арту? Это салка, ну, до речи, у нас 17 годов не выкладалась наука в школах, ну, какая-то мировая мастацкая культура выросла. Генерация, мы говорим, пытаемся говорить с чиновниками, которые уже молодее за нас, какие явления, ну, ни про что не мают. Окей, ну это звучит так апокалиптично. Абсолютно. Абсолютно. Безнадейно и трагично. А не справді. Именно это вы хотели нам сказать? Я хотел звернути увагу на ще одну цікаву околичність, яку я став свідком. Ну. Что резко добивается теперь разрыв этой мастацкой эдукации. Сегодня забезпечить, я не есть, то бок державных немає бесплатных тысяч, и сегодня державную эдукацию платную, дорогую, могут дозволить себе певные батьки. Сторона альтернативна комерційна сітка тих мастацьких школ. Добре. І на цьому етапі ми ще нічого не можемо зробити. Я кажу про наступні виклики, які прийдуть за нами. Это те уже не широкое поле з різних там районів приїхавших мастаков прибої не можуть через полю, які щось із себе уявляли. А сьогодні ми назираємо відсутність державної підтримки цілком, отсутность рынка в принципе, отсутность эдукации. По-моему, мы про это казали уже, мы про это уже казали. Ну, то бок, знову ж мы вырулюем на некую такую тотальную чарнуху и глобальную безнадейность. Нема того, что раньше было, и мастаков более не будет, и адукация уже не опадет, и выставу не хапая. So what? Ну, тільки ось какие-то мне вельми симпатична позиция Руслана, но только инвазия в это громадство, это такое как бы проникновение, потому что никаких способов нема, ни СМИ нема, ни державной подтримки, ни адукации. Ну, ясно. Застаются приватные авантуры, я правильно разумею? Однозначно. Только приватные авантуры. Добренько. Дякую, вельми цікавий тезис. І зараз Михаил Гуль. Ну, да, дякую за вельми цікавий тезис. Так само, тому что, может быть, это и есть такая очень хорошая мысль, потому что Игорь сказал про такой действительно очень оптимистичный, сделал прогноз, и он тоже очень приятен, потому что в нем есть как бы такое пространство для будущего. Но господин Хаевский, по-моему, очень точно сформулировал одну идею, что вполне возможно, что действительно уже враг как бы не настолько актуален для нас. То есть мы по инерции еще стоим в этой оборонительной позе, а может быть уже можно брать все это в свои руки. То есть может быть будет сработать другая тактика. То есть не настолько уже, ну как бы нету этой такой уж прямо устойчивой стенки. Ну, может быть. То есть, понимаешь, в чем парадокс? Что стенки-то нет, но есть вот то, о чем говорил, я уже не помню, по-моему, Руслан говорил. То есть есть имитационные механизмы как бы культурного, как бы производства. И проблема-то в чем? То, что, о чем ты говоришь. Проблема-то не в том, чтобы нам захватить эти фейковые механизмы. Они нам не нужны, они мертвы. Собственно, об этом Сергей говорит. Нет, фейковые механизмы нам захватывают, конечно, ничего, но я имею в виду, что, опять же, в условиях, например, вот того же отсутствия информации, сейчас один из самых важных
один из очень для меня лично важных вопросов в актуальном искусстве. Это наконец-таки какой-то ресурс, который описывал бы процесс вообще, что происходит. Понимаешь, тут есть грандиозный, на самом деле, странный такой как бы повод для оптимизма. Если противник мертв, значит, единственный живой на этой сцене – это ты, понимаешь? То есть получается так, что вот те, кого мы условно называем, я не знаю, альтернативой, андерграундом, чем-то еще, это единственные фабрики смыслов в нашей этой шизофреничной, мозаичной, шумовой среде. Ну, нам же противники нужны. Тебе нужно. Ты же боксер, борец. Хорошо. Так, есть ли еще вопросы, реплики из зала? Потому что мы неуклонно приближаемся к финалу сегодняшнего разговора. Хочу напомнить, что задача была, разумеется, не расставить точки и не найти все ответы. Это, как и все то, что делает коллегиум, опыты совместного коллективного мышления, опыты вербального творчества. И это самое главное и самое ценное, благодаря чему мы все здесь, я надеюсь, находимся. Да, Руслан. Ну, да, мне кажется, что вот эти циклы дискуссий, открытых обсуждения, лекции, они, как ни странно, переполняют наше пространство культуры. Не странно, а такая тенденция хорошая, да. Но ни на шаг не приближают, в общем, каждый раз мы уходим еще более растерянные. Никого мы не вооружили знанием, там, инструментом, еще больше закопались в эти окопы. Но это... Не раздали боепоёмки, да, но я про не то, вооружили гранатами. Да. Что вот эти общие слова, общие места, вот работа на эту золотую середину какой-то, она вообще не имеет теперь никакого смысла. И, наверное, есть какой-то резон выходить за края на какие-то, я не знаю, в жизнь из белого куба галереи, не переживать за эти центры, за галерейные пространства, за эти институции. Они, по сути дела, не открывают ничего. Это все равно работа на массовую культуру. И очень быстро эти действительно все практики приватизируются. Поэтому наша задача как художников, я думаю, сопротивляться, вообще-то разрушать вот любое вот это течение, слабое течение вот этого рассеянного склероза, то, что, в общем, парализует вот эту опорно-двигательную систему. А это происходит сразу, это происходит даже с независимыми галереями. Если они больше 2-3 лет существуют, все равно это маленькая модель Союза художников, все равно это для какой-то группы, все равно это обслуживание своих корпоративных интересов. И мне кажется, даже вот это может стать сигналом к тому, чтобы прокачивать и эту историю, разваливать и эту систему. Это довольно интересная задача, и другой не будет. Это бесконечная история. Художнику всегда будет против чего себя поставить. Я вот подумал как раз вдогонку вот тому, что ты говорил, что фактически все сегодняшние спикеры, собственно, говорили об одном и том же. Говорили о опытах индивидуального движения в неблагоприятной среде. Фактически речь идет как раз о отдельности, об опытах отдельности, о которых говорили практически все. И вот самое интересное, мне кажется, и самое главное в том пространстве культуры, которое мы условно называем посткоммунистическим, это как раз отказ от одного на всех плана, от одного на всех лозунга, от одной на всех культурной программы и от одной на всех утопий. Мне очень нравится идея Игоря о, скажем так, мозаичности утопического сознания нашего, да? Мне очень нравится идея отдельного движения, партизанского движения в своей отдельно взятой норке. Мне очень нравится вот эта идея некомфортной авторской свободы. Я думаю, очень важно понимать, что другой свободы у нас просто не будет. И, наверное, здесь мы поставим все-таки такую публицистическую точечку. Я думаю, что будет абсолютно справедливым, коли мы поддержим нашим спикером Антонина Слободчикова, Руслан Лашкевич и запрошенные гостики Михаил Голин, Игорь Бабков, Сергей Каревский.
Господарство, дякую. Непошнім разом, думаю, будемо зустрічатися про це і думати. Дякую. Дякую великі. Протягом буде. До зустрічі.